Красивой и неповторимой роскошью своих природных аттракций и видами Адриатического побережья Хорватия – страна, которая привлекает туристов незабываемым отдыхом. Больше 1000 островов, нанизанных как бусинки на солнечную нить моря, украшающих просторы этой среднеевропейской страны, известны как туристические зоны отдыха в целом мире. Ее лазурное побережье посещает в год около 10 миллионов туристов из разных стран мира. Теплый климат, природные красоты, исторические и культурные ценности, гостеприимный народ – только некоторые из отличительных черт этой чудесной страны, которая в то же время является одной из самых экологически чистых стран Европы. Отдых на Адриатическом побережье – это открытие небывалых впечатлений от всего того, что предлагает сегодня хорватский туризм. От Истрии до Южной Далмации, на всей протяженности роскошного в своей красоте побережья, где 2700 солнечных часов в году размещены удобные и аттрактивные отели. Адриатика имеет необычно разветвленное побережье с многочисленными пляжами. Один из самых красивых в этой части – пляж «Золотая война» в Боле на острове Брач. Он в зависимости от направления ветра меняет свой облик, но никогда не теряет своей красоты. Благодати теплого медитеранского климата в сочетании с бескрайне чистым морем, с множеством спортивных и развлекательных программ делает отдых незабываемым. Истра – самая развитая туристическая зона Хорватии, которую посещает около 2 миллионов туристов в год. Особой красотой отличаются Бриуны, состоящие из 2 больших и 12 маленьких островов. Это оазис, находящийся в самой северной части Медитерана, является национальным парком с многочисленными видами растительного и животного мира. Нанизываются и остальные туристические жемчужины Истры, один из самых известных Пореч, город и морской порт. Здесь туристические активности достигли своего полного развития. Новиград, Врсар, Медулин, Пула, Рабац, Лавран также являются известными туристическими местами. Умаг привлекает туристов международными теннисными турнирами, особенно когда играют известные хорватские мастера по теннису Горан Иванишевич и Ива Майоли. Природа и рука человека создали неповторимую привлекательность Ровинью, городу, основанному во времена Старой Антики, виды которого всегда вновь и вновь воодушевляют. Истра известна тем, что соткана из теплых медитеранских цветов моря и солнца и богата фольклорными обычаями. Голубые морские пути ведут нас к Кварнерскому заливу и к Североадриатическим островам, открывают нам известные туристические курорты, такие как Цриквеница, Новый Винодольский, Сень и приморскую красавицу Апатию. Апатия – город старых туристических традиций с многочисленными отелями, виллами, парками, один из самых посещаемых курортов Адриатики. На этих морских просторах особенно привлекают своим теплым климатом, неповторимой природой и солнечными пляжами острова Кырк, Црес, Лашинь, Пак. Любители природы, парусного спорта и солнечных пляжей находят здесь свой мир. А остров Раб, как каменный корабль с колокольнями, символами времен богатой культуры и науки, в сегодняшнее время Раб – это туристический рай на границе Далмации и Северной Адриатики.
Загреб – столица Хорватии, прекрасный и романтичный город, который свою историю и культуру построил на европейских традициях. Миллионный город, он в то же время является экономическим и культурным центром с большим культурным наследием, как старый город, многочисленные музеи и один из самых красивых – кафедральный собор. Хорватское Загорье, расположенное недалеко от Загреба, привлекает туристов романтичными дворцами и идиллией природы. Здесь и города Северной Хорватии с туристическими и санаторно-курортными центрами, между которыми особенно выделяется город времен барокко Вараждин. Недалеко от голубых приморских берегов посетителей привлекает красоты горского Катара. Это красивый край, предложит вам деликатесы из грибов и дичи. Крылатое Адриатическое побережье опять зовет свои объятия, влечет к себе незабываемыми красотами. Далмация усыпана многочисленными островами, городами, селениями с богатой культурой, является гордостью хорватского туризма. На этих просторах процветала Салона, столица римской провинции Далмации, которую после заменил Сплит. Сегодня, наряду со среднедалматинскими островами, Сплит является туристическим и культурным центром. Нанизываются далматинские города, красочный и игривый Задар, расположенный на устье реки Кырка, привлекательный Шибеник, а красивые виды Приморского, который является жемчужиной этой части Адриатического побережья, дополняют картину. Красивый Трагир расположен на острове, как дворец на воде с колокольнями и башнями, один из известнейших памятников далматинской архитектуры. Солнечные берега зовут на юг к Макарской и многочисленным селениям, расположенным в околице. Особенно выделяются чистыми пляжами и прозрачной водой Тучепи, Брела и другие удивительные места Южной Хорватии. Оребич, колыбель морских капитанов, одушевляет видами моря, а Цавтат, старый античный город Эпидаурум, туристам предлагает отдых в отелях высокой категории. Средневековый город Дубровник – один из самых красивых городов в мире, неповторимой красоты каменная архитектура. Богатое культурно-историческое наследие в сочетании с современными туристическими событиями сделали Дубровник и его набережную самым известным местом отдыха на Средиземноморье. Дубровник сам по себе аттракция, и гостям предлагает много всего, в том числе и известный в Европе летний фестиваль. Хорватия – страна с 7 национальными парками, что говорит о том, как охраняются природные богатства. Плитвичские озера – один из самых красивых. Этот природный феномен состоит из 16 озер, соединенных между собой 92 водопадами. Природа также одарила красотой национальные парки Риствик, Пакленицу и Кырку.
Хорватия – одна из редких стран, которая может гордиться экологически чистой природой и богатым животным и растительным миром. Копачки Рид возле Осиека – самый большой в Европе и самый привлекательный орнитологический резервуар. Цвета и теплота Бараньи, запах Медитерана делают незабываемым отдых в Хорватии. Побережье Адриатики – это богатая ризница ценных памятников, которые дополняют туристические предложения. Римская антика затронула Пулу, где сохранен большой амфитеатр, как своеобразная туристическая и культурная аттракция. В Пориче привлекает Эфразиева церковь из VI столетия, один из ценнейших памятников, сохраненный до сегодняшнего дня с прекрасной мозаикой. Коснулся Задра ранний романизм в облике церкви Святого Доната, самой большой церкви IX столетия на территории Европы. В Шебенике ценнейшим памятником, ремек-делом европейской культуры является его кафедральный собор. Туристов в Трагире привлекает кафедральный собор Святого Лавры с красивыми воротами мастера Радована. Символом Сплита является Диоклетианова палата, на месте которой возник город, который сегодня наряду с Дубровником вписан ЮНЕСКО в регистр мировых и культурных ценностей. Удивляет 4-километровой длины стена Стона, вторая в мире по величине после Китайской стены. И в заключение, в городе-памятнике Дубровник много исторических объектов мирового значения. Самая древняя аптека находится в Франевочком монастыре, Княжий двор, в прошлом центр правительства Дубровочской республики, жемчужина архитектуры, а в ризнице кафедрального собора Дубровника хранятся неоценимые изделия из серебра и золота. Туристические предложения Хорватии дополняют отдых на многочисленных островах, природных богатствах Адриатики. Корнаки состоит из 147 островков, гребней. Там же недалеко известный национальный парк. Посетившие их получают огромное удовольствие от благодати природы. Хвар – самый солнечный Адриатический остров. Красочную картину представляет собой город с таким же названием, с многочисленными памятниками старины. Привлекает морские недра с богатой флорой и фауной. Небывалый природный феномен «Голубая пещера» на острове Бишево возле самого дальнего острова Виса. По берегу чудесного острова Млета когда-то бродил Одиссей, ища нимфу Калипсу. Сегодня Млетом гуляют туристы и наслаждаются его пейзажами. Средневековый город Корчула на острове с таким же названием – родное место известного мореплавателя Марко Поло. Корчула известна и в туристическом смысле неповторима, так же, как фестиваль игр древних витязей Морешка. В Хорватии проводятся многочисленные международные конгрессы и собрания. Дубровник, Опатия, Загреб и другие города имеют гостиницы высшей категории, которые удовлетворяют запросы конгрессного туризма. Около 300 различных манифестаций проводятся каждый год. Адриатические острова, причалы и заливы очень нравятся любителям парусного спорта. Имеется около 50 причалов, которые повязывают 20 тысяч различных селений. Белые борозды на голубых просторах – доказательство наличия многих любителей парусного спорта, влюбленных в адриатические чары. На реке Неретве находится единственный сафари, а в недалеком Стону вылавливаются известные в целом мире ракушки. Море дает свои дары, предлагает изысканные деликатесы, а это только одна из сторон страны красивой и привлекательной, с устоявшимися туристическими традициями Хорватии.
Неповторимая в своей красоте и видами Адриатического побережья, богатая горами и долинами, Хорватия – солнечная мозаика на перекрестке туристических путей Европы.